Маша Доула, Лерми Бахкой. Приветствуем вас на нашем канале. Представляем сводку ежедневного обзора мировых новостей на канале Чеченской демократической партии. Сирия. Гражданская война в Сирии. По сообщениям, повстанцы контролируют значительную часть Алеппо. Террористическое образование Российской Федерации, очевидно, наносит авиаудары. Тяжелые бои вспыхивают на северо-западе Сирии впервые за многие годы. Альянс повстанцев захватывает контроль над Алеппо. Чтобы остановить их, вмешивается Россия, давний союзник правящего режима в Сирии. В субботу вечером боевики Хаят Тахрир аш-Шам продвинулись вглубь контролируемой сирийским правительством территории, включая город Хама. Повстанцы также захватили большую часть Алеппо, практически не встретив сопротивления. Сирийские правительственные силы, поддерживаемые российской авиацией, пытаются отразить наступление. Турция отрицает свою причастность к атаке, несмотря на поддержку повстанцев. Наступление вызвало вопросы о способности повстанцев удерживать захваченные территории и возможной контратаки Дамаска и его союзников. Великобритания. Трое граждан Болгарии, Катрин Иванова, Ваня Габерова и Тихомир Иванов-Иванчаев, находятся под судом в Лондоне. Их обвиняют в участии в шпионской сети, которая передавала секреты России с 2020 по 2023 год. По утверждению обвинения, они вели наблюдение по всей территории Европы за лицами и объектами, представляющими интерес для Москвы. Прокуратура утверждает, что они использовали сложные методы и получали значительные выплаты за свою деятельность. Предполагается также их связи с российскими спецслужбами. Обвиняемые вступили в сговор с гражданином Австрии Яном Марсалеком, который считается агентом российской разведки. Утверждается, что Марсалек координировал их шпионскую деятельность. Все трое обвиняемых отрицают предъявленные им обвинения в заговоре с целью шпионажа и владении поддельными удостоверениями личности. Ожидается, что судебный процесс продлится до февраля. Террористическое образование России нанесла 15 авиаударов по Запорожью. Тем временем армия РФ продвигается в Донецкой области в сторону Покровска и Курахова и каждый день занимает по 200-300 метров. При этом ВСУ пока не планирует покидать Курскую область. Под контролем украинской армии остаются 800 квадратных километров территории Курской области. США. Избранный президент США продолжает формировать свою будущую команду из преданных его линии людей. Новым главой ФБР станет бывший советник директора национальной разведки в период первого срока Трампа. Он выдвинул на пост главы ФБР ультраправого Кэша Пателя. Патель, бывший советник директора национальной разведки и начальник аппарата министра обороны, известен своей критикой Министерства юстиции и СМИ. Он поддерживает значительные изменения ФБР, включая перераспределение персонала и сокращение полномочий агентства. Патель также выступал за лишение ФБР разведывательных функций и чистку его рядов от нелояльных сотрудников. Дональд Трамп назначил Кита Келлога спецпосланником по Украине и России, поручив ему обеспечить мир через силу. Келлог предложил план, включающий замораживание линии фронта и частичное снятие санкций с России в обмен на прекращение огня. Москва заявила о готовности к переговорам, но настаивает на выполнении своих условий, что фактически является ультиматумом. Назначение Келлога вызвало негативную реакцию, так как его план может ослабить единство Запада и усилить позиции России. Германия. Генеральная прокуратура Германии продвинулась в расследовании подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», установив личности двух подозреваемых. Генпрокурор Йенс Роммель подтвердил этот прогресс, отметив, что расследование продолжается для выявления других участников и мотивов преступления. Взрывы произошли в сентябре 2022 года, и по данным немецких СМИ в операции могли участвовать украинские военнослужащие, однако официальный Киев отрицает свою причастность. Британский суд сообщил, что агенты Катара использовали взятки и угрозы, чтобы помешать расследованию дела о финансировании терроризма против Дога Банк. 8 сирийских беженцев подали иск, утверждая, что банк содействовал переводу средств джихадистской группировки «Фронт Ан-Нусра». Адвокат истцов заявил, что вмешательство включало подкуп переводчика и угрозы свидетелям, включая угрозы похищения и убийства. Судебное разбирательство продолжилось даже после чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. В Грузии продолжаются ожесточенные протесты после решения правительства отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. Полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов, которые в ответ использовали пиротехнику и возводили баррикады. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила жесткие действия полиции, назвав их недопустимыми. Amnesty International также раскритиковала действия властей, заявив о нарушении прав на мирные собрания.
По данным МВД, задержаны более 100 человек. В соцсетях распространились кадры, как спецназ намеренно избивает и калечит задержанных. Нападениям в эту ночь подверглись и журналисты. К примеру, полицейский ударил журналиста телеканала «Формула» Гурама во время репортажа с места событий. Тот упал и получил множественные переломы конечностей. Журналиста «Радио Свобода» Дату Цагарели, рассказывавшего в прямом эфире о происходящем, полицейский ударил в живот. На этом мы и завершаем сегодняшний выпуск новостей. В эфире были Стойк и Лейла, Адыкелшин Охвай, Маршайл.